Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Никита Павлов и Ксения Подобашева. Здравствуйте! В библиотеке «Маяк» заработал сектор электронных услуг. А это значит, можно оформить пушкинскую карту самостоятельно. В данное время в фондах библиотеки насчитывается свыше 28 тысяч книг и документов, а за год библиотеку посещают более 37 тысяч пользователей. Об услугах библиотеки, условиях для отдыха и занятий узнавал Володя Михайлов. Открытие сектора позволит жителям обратиться за помощью в оформлении определенной документации. Также это расширит возможности для учебы, работы и саморазвития. Варвара Яновна, скажите, какие возможности дает студентам и школьникам сектор? На сегодняшний день наша библиотека предлагает уникальную возможность для наших юных читателей для развития и творчества. У нас есть отдельная коворкинг-зона, где каждый наш читатель может реализовать свои идеи, заниматься проектами и не бояться экспериментировать. А еще у нас есть медиазал, где проводятся увлекательные мероприятия, презентации, где каждый может обменяться своими мнениями, конечно же, общение. Да? А для самых маленьких читателей у нас предусмотрена детская зона. Как видите, у нас здесь очень много ярких книг, есть зона для творчества и также много игр. А для подростков от 14 лет сегодня у нас открылся сектор электронных услуг, где каждый пользователь от 14 до 22 лет может оформить пушкинскую карту. А для этого им нужно паспорт, телефон и СНИЛС. Приходите, будем рады, ведь наша библиотека — это не только много книг, но и это место для реализации своих творческих проектов, а также в помощь именно для гражданских вопросов. Политика, дипломатия, история. В Якутске состоялся конкурс «Будущий дипломат-2025». В этом году в конкурсе приняли участие более 100 школьников. Из них отбор по написанным эссе прошли 37 ребят старшей лиги и 18 из младшей. Участники защитили свои эссе, проходили собеседования на знание международной проблематики и демонстрировали знания иностранного языка. Подробнее о конкурсе «Будущий дипломат» нам расскажет Дамир Сарамянников. Конкурс «Юный дипломат» уже проводится 19-й раз. Всего здесь собралось 55 участников со всех уголков нашей республики, старшей и младшей лиги, где каждый дипломат будет отстаивать и защищать свою тему. Конкурс «Будущий дипломат» проводит, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма и привлечение внимания во внешней политике страны, международным отношениям и профориентации учеников. В этом году в финале конкурса принимают участие ученики из 23 районов и города Якутска. Дипломатия для меня – это способ найти компромисс. Дипломатия может изменить мир так, что в мире больше не будет войн, и люди будут воевать не за ресурсы, они будут пытаться освоить космос и объединить весь мир ради великой цели. В конкурсе участвуют ученики с 5 по 11 класс. Они поделены на две возрастные линии – младшую и старшую. Участники в течение 2 дней состязались за звание лучшего юного дипломата республики. Они прошли собеседование, дебаты, а также конкурс ораторского мастерства. Этот конкурс – это очень хороший старт именно для того, чтобы дать нашей стране, нашей республике, нашей стране вот таких людей, которые, соответственно, будут устанавливать дружеские мосты для сотрудничества с другими государствами. Конкурс «Будущий дипломат» — это совместный проект представительства Министерства иностранных дел России в Якутске, Министерства образования и науки Республики, Министерства по внешним связям и делам народов Республики и ресурсного центра «Юные якутяне». Дамир Сарамятников, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Ксюша, знаешь ли ты о существовании словарей русских говоров? Нет, но судя по названию, скорее всего, туда входят те слова, которые не все используют в своей речи. Да. На днях в Якутске был презентован словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. Работа над словарем заняла более 50 лет. Тамара Степанян знает, сколько слов вошло в словарь и что они означают. Словарь русских старожительских говоров вмещает в себя более 10 тысяч самых разных слов. Из них бланжа – танец, вечерас – вечер и древнее слово «якутка», которых иногда называли местных жителей. А подробнее о словаре нам расскажет Галина Егоровна.
Спасибо, Тамара, за интерес к словарю. Словарь русских старожильческих говоров под редакцией Марии Федоровны Дружининой – это значительный вклад в лексикографическую науку не только нашей республики, но и России в целом. Действительно, в нем свыше 10 тысяч слов, которые описывают историческую картину мира и воззрение населения, русского населения Якутии. Эти слова описывают быт, историю, культуру, ремесла, устройство жилища, основные занятия, охота и рыболовство. Есть даже термины народной медицины и, конечно, мифопоэтическая лексика. Читайте этот словарь. Я желаю всем прикоснуться к нашим истокам. Спасибо. Волшебный мир балета – это искусство, которое завораживает своей грацией и красотой. На этой неделе весь мир отметил День балетной пачки. Кристина Катаконова посетила театральную мастерскую, а в одном из символов балерин – балетной пачки. Как и из чего ее делают, в сюжете далее. Балетная пачка – это не просто юбочка, а целый мир фантазии и творчества. Она появилась в XIX веке благодаря великим хореографам и танцорам. В те времена костюмы были громоздкими и неудобными, но постепенно они становились легче и воздушнее. Пачка стала символом легкости и грации, которые демонстрируют балерины на сцене. По некоторым источникам, около 200 лет назад итальянский балетмейстер создал балетную юбку для своей дочери Марии Итальяне, чтобы скрыть ее недостатки. А по другой версии, то, что это сделал французский дизайнер. Раньше пачка представляла из себя юбку из тюля, свисающую до колен, а сейчас же современная балетная пачка выглядит так. Создание балетной пачки – это настоящее искусство. Мастера используют самые разные материалы, от легкого тюля до блестящей парчи. Каждый шов, каждый стежок делается с большой любовью и вниманием к деталям. Ведь костюм должен быть не только красивым, но и удобным, чтобы балерина могла свободно двигаться и чувствовать себя уверенно на сцене. Как изготавливается сама пачка? Сама пачка у нас изготавливается из сетки жесткой. Она в Якутске не продается. Мы ее заказываем в центровых городов. Изготавливается она из 9 слоев этой сетки данной. Сколько работников швейного цеха работает сейчас? В данный момент у нас работают 15 работников швейного цеха. То есть это 2 закройщика, мужская и женская, 1 мастер по головным уборам и 12 швей. В лучшем случае спектакль грамотно должен изготавливаться минимум 3 месяца, 2. То есть это должны своевременно произойти закупки тканей, всех фурнитур. И, например, на одного актера, артиста, то есть мы изготавливаем костюм, в среднем, наверное, 2 недели. День балетной пачки дает возможность вспомнить о тех, кто стоит за кулисами и создает волшебство на сцене. Без мастеров театральных мастерских, без дизайнеров и портных, без всех тех, кто вкладывает душу в создание костюмов, балет не был бы таким ярким и впечатляющим. Кристина Катаконова, Илья Сармятников, Якутск. А следующий сюжет о работе зоопарка Ортодойду. Мой коллега Никита Павлов расскажет о том, как перезимовали животные. Я нахожусь в зоопарке Ортодойду, и я решил узнать, как он работает в зимних условиях и как животные пережили эту зиму. Ортодойду находится в Хангаласском улусе, в 50 километрах от города Якутска. Всего здесь содержится более 160 видов животных. Пожалуй, самые популярные из них – это белые медведи. Медведицу Колыману, которую нашли одну на льдине, и медведя Ломоносова из Ленинградского зоопарка. Познакомившихся в 2013 году, знают все якутяне. Мы находимся у вольера с белыми медведями, где сейчас лежит мама Колымана и Яна. Яна вместе с Ильюем появились 5 декабря 2023 года. Это уже 3-е потомство Колыманы и Ломоносова. Вилюя в конце 2024 года переселили в Екатеринбургский зоопарк, а Яна еще ждет решения переселения. И если белые медведи зиму любят, то бурые медведи зимой впадают в спячку. У нас зимой впадает только 2 вида. Это бурый медведь и барсуки. Насколько они долго спят? Бурые медведи обычно засыпают в начале ноября и просыпаются в районе 8 марта. Но так как весна в этом году получилась холодная, они до сих пор в спячке. За год животные съедают 12 тонн мяса.
15-16 тонн комбикорма и 50 тонн сена. Хищные птицы, это орланы и беркуты, едят мясо оленя, которое принесли из холодного склада при нас. Оно будет размораживаться и на следующий день станет едой для птиц. А для водоплавающих птиц приготовили кашу из селедки и перловки. Животные в террариуме едят салаты из фруктов и овощей, например, из яблок и моркови. Для этого их очищают от кожуры. Но зимой рацион питания у животных отличается. Рацион питания, да, отличается. У копытных в зимний период исключаются сочные корма. Это морковь, капуста. Так как сочные корма в холода вызывают вздутие в животах. Поэтому в основном рацион в зимний период это сено и концентрированная корма, как комбикорм, геркулес. Ну и обязательно витамины. Никита Павлов, Владимир Павлов, Хангаласский угус. Мы продолжаем говорить об активном отдыхе. В этом выпуске мы узнаем, где еще можно провести свое время с удовольствием и пользой. Алеша Сургутский подробнее. С приходом весны все больше людей катаются на катках. Один из самых многолюдных катков – это озеро Талая, которое находится в центре города и работает с 12 до 9. Сюда приезжает много людей покататься на катках, так как самый лучший отдых – это активный отдых. Также на Талом озере можно воспользоваться картингом. Это небольшие машинки, на которых можно делать круги прямо по озеру. Картинг-трасса подходит и для новичков, и для опытных гонщиков. В зависимости от сезона на озере могут проводиться различные соревнования и мероприятия, включая детские и взрослые заезды. Работаем уже 7-й сезон зимний. 5 лет были на Сайсарском озере, вот второй год здесь на Талом озере. Перебрались ближе к центру, чтобы доступность была шаговая. На озере также регулярно чистят снег с использованием техники. Помимо того, что вы можете покататься на коньках и картинге, можно также скатиться с горки. Проводите свое время не только с пользой, но и с хорошим настроением на свежем воздухе. Эти темы нам показались самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!